Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада встрече с вами. Кто вы? Хороший вопрос, да. Каждый раз начинаю вспоминать все свои профессии. Но, наверное, самая главная страсть в моей жизни – это журналистика. В каком бы виде она ни была, радиожурналистика, тележурналистика, блогерство, все то, что я пишу про свои экскурсии, это все равно написание текстов, это общение с людьми. Поэтому, наверное, собственно, членский билет Союза журналистов России обязывает. Да, 30 лет он у меня в сумочке, и поэтому, да, в первую очередь я журналист. А вот в детстве, когда вы размышляли о том, кем мечтаете стать, какие у вас мысли приходили? Актриса, конечно, по-моему, все девочки хотят быть актрисой. Я в чем-то это реализовала, то есть каждую экскурсию я выхожу на сцену, у меня есть зрители, мне важно удержать их внимание, не важно, чтобы они не заснули в автобусе, хотя бывает иногда маршруты 3 часа дорога, и я все равно рассказываю, стоя перед ними. В детстве был вариант, что я в космонавты пойду. Конечно, советское детство, как без этого. На тот момент уже и Советская, и Терешкова в воздухе были, поэтому да, девочки мечтали быть космонавтами. И что-то такое, типа водителя трамвая тоже почему-то было, мне казалось, это так просто. Я все время стояла у двери водителя, видимо, после этого повесили объявление, что не стоять за дверями кабины водителя. А вот все детство я прокаталась, видя, как она нажимает какой-то рычажок, тут позвонила, тут дверку открыла, все очень просто. Юлия, скажите, как вы искали свою профессию? Это было очень долго. Несмотря на то, что практически в 10 классе я поняла, что журналистика – это мое. Семья преподавателей, русский язык, литература всегда на автомате идет, и это был лучший совет от мамы задержаться вот в этом родовом колене, да, тетя педагог, мама педагог, сестра педагог, какие еще варианты, да, какой космонавт и водитель трамвая, естественно. И поэтому вроде как меня, прям целенаправленно подвинули на филфак, но я считаю, что это роскошная база. С образованием филфака я работала и в рекламе, и в связях с общественностью, и в пиар-службе пресс-секретарем, и потом как-то так неожиданно был период, когда я с 10 класса сразу же на радио пришла на республиканское, потом перекочевала на телевидение, но это тоже, мне кажется, любовь всех начинающих юных барышень. Быть красивой, быть в кадре. Каждый раз меня укладывали, начесывали, красили. Прекрасно, прямо это бесплатная аватарка, да, как бы сейчас сказали, каждую неделю была у меня. А после телевидения пошла газета. Это тоже одна из моих таких проходящих любовей. И уже потом пошла работа в пресс-службе, в банке, на Почте России. Огромное количество. В принципе, знаете, я всегда придерживалась такого правила. И очень многим старшеклассникам говорю, работайте до того момента, пока вам интересно. Пока вы горите, пока вы любите то, что делаете. Вот когда наступает момент, у меня это всегда после 7 лет наступало, то есть 7 лет отработала, Дом дружбы народов был и вся эта межнациональная история. Понимаю, что наступает день сурка. То есть я четко знаю, что будут делать армяне, да, там, что будут делать на еврейском празднике. И сдуваешься как шарик. То есть, и все психологи говорят, что каждые 7 лет нужно менять работу, квартиру, место жительства, мужа, если получается. И поэтому в эту историю я все время втягивалась. Работала до того момента, пока было интересно. Самым невероятным образом у меня была такая мощная перезагрузка в жизни. Не знаю, можно об этом говорить нельзя, так, вскользь, скажем так, чтобы не сильно напугать наших зрителей. Я поехала на войну в Донецк. То есть была возможность отвезти туда гуманитарный груз, и я рванула. У меня были шикарные проводники, у меня был продуман маршрут, все прописано, где останавливаемся, кому я подчиняюсь. 2 недели мы были в Донецке, самое счастливое время для меня это было, 16-й год. Звучит как оксюморон. Да, это нелепо. Очень многие говорят, в смысле? Вы же девочка, у вас же дети дома остались. Ребят, есть какой-то такой груз, который ты понимаешь, что ты можешь это выдержать. А какой была главная мотивация, когда вы себя спрашивали, зачем я туда еду, что вы конечно, себе отвечали? написать, конечно. Когда это все только начиналось, был журналистский азарт, хотя бы с одной стороны посмотреть, что происходит, потому что просачивалось, да и до сих пор в новостях, минимум проходит, и знать никто не знает, что там Таганрог стоит на ушах, Ростовская область вся в ружье, чуть что, уже там танки просто на улицах постоянно. Конечно, хотелось написать, не совсем журналистский материал это получился, потому что для
полноценной журналистской статьи нужна объективность. То есть и ту сторону послушать, и эту. В силу того, что мы перешли границы со стороны Донецка, нас уже в Киев нам закрыты все коридоры, особенно с моим журналистским удостоверением. Это была классная поездка. Я очень много настоящих людей посмотрела. И мужчин, прям бойцов таких стопроцентных, и женщин невероятной, безусловной любви, которые могут вот это вот просто сердце отдавать. И правда, я приехала домой 31 декабря, выдохнула, грязь чистила, выспалась наконец, положила вещмешок в сторону и сказала: слушайте, вот за год больше вспомнить нечего. Самый счастливый момент — это война в Донецке. Это именно за счет людей, которых за счет вы там людей, повстречали? конечно, да, очень много ситуаций. Ну вот знаете, вот одна простая картинка, да, вот что может быть все что угодно. Не обязательно, конечно, меня полностью исключили из передовой, никто меня не пускал, мужчины сами довозили всю эту гуманитарку. Ну, с вдовыми девочками я пообщалась, с детьми, с бойцами, были в ополчении, вот. Но вот самая простая картинка, которая невозможна в мирной жизни. А тут как-то вот мы просто вставали в 5 утра каждый день, тут я просыпаюсь, значит, продираю глаза, подхожу к окошку. Мы спали на штабной квартире, ночевали с девочками, с мальчиками, ну, все, кто нам помогал. Я подхожу к окну, проходит теплотрасса, теплые трубы, декабрь, в общем, там, ну, все время кто-то греется, да. У теплотрассы стоит тарелочка с какими-то куриными косточками и с каким-то хлебушком, ну, то есть вынесли подкармливать бездомных собак и кошек. И у этой тарелочки сидят втроем щенок, кошка и ворона. Такая некая гармония прямо. Вот где в городской жизни они втроем сядут за один стол сейчас, да? Ворона однозначно будет шипеть, прогонять, конечно. Кошка с собакой, естественно, начнут выяснять отношения. Здесь никто ничего не выясняет. Наконец-то появилась еда. И вот они все втроем сидят и с этой тарелочкой тихонько по очереди едят. Ну вот просто бери и снимай. И я была в таком шоке, меня прям потрясывало. Говорю: господи, у животных удалось договориться, почему у людей это не получается? И бойцы меня оттащили, сказали: ой, ты тут романтичная воображалка, придумываешь. Они просто прилетели поесть. Я говорю: ну тем не менее, даже на эти 2 секунды, ведь они же договорились, да? То есть вот это было много таких картинок, которые в одно большое такое полотно для меня срослись. И правда, я после этого, когда я вернулась домой, открыла ноутбук, и из какой-то там группы, где я модератор, по интересам просто у нас группа в соцсетях, какая-то девочка мне пишет: а какую фэншуйную жабу надо купить, чтобы деньги в доме были? Какую? Я так села, думаю: господи, вообще 2 разных мира, как мне вернуться? Там это было все настолько остро. А вам казалось как-то чем-то более настоящим, чем да, обычная жизнь? Да, там никто не говорит «до свидания», когда прощаются, потому что, ну, не знают, будет следующее свидание, не будет. Просто обнимаются и говорят: будем рады тебя видеть. Но там действительно никто не притворяется, никто не озабочен тем, чтобы заработать много денег, вообще не до того. Выжить бы, помочь близкому. Каждый раз выходишь на остановку, чужие люди подходят и говорят: как у вас ночь прошла? Все хорошо. Потрясающие отношения, вот настоящее человеческое. Я здесь дома его очень редко, да, ну согласитесь, вы выходите на остановку, конечно. Кто вам скажет доброе утро? Если даже скажут: да, хорошего дня, потому что народ шарахается. Все ли хорошо у вас? Да, все ли в порядке у вас вообще, да, не нужна ли помощь? Поэтому после Донецка, как-то так долго подходим, да, к тому, как я себя нашла. Это был очень мощный период прямо очистки. Я начала выходить из всех групп, я поняла, что это все такая шелуха, и ну, что ж такого настоящего сделать, большого, хорошего. Не обязательно же брать винтовку и уходить на передовую, хотя там женщины это делают. И целый год я сидела прямо вот в поиске себя. Мне было тяжело выходить на улицу, мне было тяжело смотреть на людей, которые ходят, смеются, у них все хорошо, у них дети живые. Ну просто как-то я очень тяжело выходила из этого вот положения такого военного, где все время нужно было отвечать за себя, за товарища. Если что-то дернулся, что? Сразу вопрос в глазах. Ну, постепенно я успокоилась, оттаяла, так только за хлебушком выходила, и вот все как в домике сидела. Дети понимали, что меня не надо трогать. И совершенно неожиданно пришло предложение. На тот момент в большой компании «Турист» не было направления внутренний туризм. То есть никому в голову не приходило, что можно поехать в соседний Сарапул, это будет круто. Как бы была очень странная история, когда мы начали говорить об этом.
Вот, посмотрите, какой роскошный сарапул. Здесь вот тут, а вот тут, а вот тут. Вы представляете, кто? А здесь до сих пор это. То есть, вот меня ночью разбуди, я все про сарапул расскажу, да, ну за 5 лет, понятно, у меня это все уже на автомате. И это, правда, очень романтичные истории, которые город сохранил, которые удивительным образом откликаются у всех приезжих людей. И когда мне пришло предложение, что, прекрасно помню лицо директора, который полистал так мою трудовую книжку, а там, ого-го, она уже с вкладышем. Он говорит, ну, вы знаете, как бы, вы тут, конечно, так это... Ищите себя. Я говорю, это не об этом. Я просто, по чесноку работаю. Вот пока нравится, давайте договоримся. А вдруг вам завтра разонравится? Да, нормально принимать такого нестойкого человека. Я понимаю его опасения. И он так повздыхал, как бы взвешивал, еще раз полистал трудовую. Опыт вроде все хорошо, да, но человек в туризме полный ноль. Да, я как раз хотела привести цитату вашу. В одном из постов вы как раз писали, что вы сказали ему, что путешествовали только на поезде и трамвае. Да. И он так философски покивал, давайте попробуем. То есть вы решили попробовать себя вообще в абсолютно другой сфере для себя? Это вообще был полный ноль, да. То есть у меня на тот момент даже загранпаспорта не было. То есть ни разу я не выезжала, действительно, только по России. Самолетов я боюсь. Понятно, я могу написать, понятно, я могу рассказать об этом, понятно, я могу увлечь людей. Он сказал, давайте попробуем, да. И вот самые первые шаги, тут как-то так все стремительно началось. Я помню, буквально через год мне исполнилось 42 года. И я так в день рождения села, думаю, как клево, мне наконец-то, да, возраст, когда я все могу, все умею, везде отучилась уже, все, что можно, все дипломы получила. И, наконец, я нашла свое место работы. Я ни на что его теперь не променяю. Были предложения там спустя год, куда-то там по финансовее, по привлекательнее, по респектабельнее. Но здесь вот это как мое еще одно детище, которое я прямо создала. И буквально в августе, в свой день рождения, я сюда пришла. Сентябрь, октябрь, через 3 месяца мы поехали на Всероссийскую премию «Маршрут года». 3 месяца, то есть я тут даже еще, у меня не было магистратуры по туризму за плечами, я еще не совсем владела теорией, но вот это наш туристический Оскар. В каждой отрасли есть такая награда, золотая маска у театралов, Оскар у кинематографистов. Это туристический Оскар, Всероссийская туристская премия «Маршрут года». Она собирает каждый год по 500 городов со всей страны. И когда мы первый раз поехали с Сарапулом, моя задача была, Юль, себя посмотреть, других посмотреть, себя показать. Просто возьми контакты коллег, посмотри, что это такое. Я поехала одна, потому что, в принципе, никого не было еще в этом коллективе. Я и директор, я и экскурсовод, я и... Вечер заканчивается, пыль надо вытереть, я и техничка, а как, мое место, да, больше тут никого. И первый раз, когда я поехала на защиту, это были такие нервы, вся страна. Конечно. Нужно хотя бы просто удержаться, как говорили в классике. Можешь никого не сбивать, хотя бы не потеряй башку, да, удержись за ведомым. Со мной были 2 сарапульских коллег из Сарапульского музея. Вот то, что я обычно на экскурсиях рассказываю 6 часов или 12, нужно было ужать в 7 минут. То есть рассказать, что за маршрут, чтобы люди, которые там ни разу не были, и первый вопрос был, а что такое ваша Сарапул? То есть они подумали, что какая-то такая деревушка прикольная, да, где угощают, где принимают, где купеческая история. И мы ужали это все в 7 минут, у меня пошла отмашка из зала, то есть надо закругляться. И еще сутки мы ходили, ждали результатов. А в гастрономической номинации, то есть Россия это ведь угощать любит, щедрая душа, тут щучьи пельмешки, тут засоленные какие-то арбузы, тут помидоры под взбитыми сливками. Бедное жюри 12 часов подряд все это ело, представляете, да? В 8 утра сели, в 8 вечера защиты заканчиваются. И каждый город, а попробуйте, а угощайтесь, а еще нальем. И жюри уже такое сидело сине-зеленое и говорила, все, хватит. А я говорю, девочки, нужно все менять, у нас эти роскошные купеческие булочки Вольфа. Я говорю, давай их в сторону, сейчас какие-нибудь стихи буду вспоминать. То есть это сплошная импровизация. Это вот, я не знаю, как проходят другие защиты, да, то есть надо спектакль сыграть так, как ты никогда дома не играл. Нужно в эти 7 минут выложиться.
И выходила Казань, принимала маршрут. В Казани все любят дорого-богато. Конечно. Я думаю, вы понимаете, да? Человек, который в Казани учится. И они вывели девушек, которые танцевали, и каких-то воинов с кривыми саблями. Эти янычары там размахивали этими саблями. И блюдо чак-чак они вынесли. Мы так по-скромненькому Сарапулу. У нас, конечно, была роскошная мадам Башенина. Там была отдельная история, как она готовилась к этой роли. Тоже там потряхивал первый раз. И мы должны не просто за Сарапул выступить, а за всю республику. Сказать, что это маленький вот этот вот городок, где всего 98 тысяч. Это круто. И, ну, хотя бы уж не сразу, чтобы вся Россия прям поехала. Мы, конечно, это даже не рассчитывали. Но хотя бы просто сказать о том, что наш маленький голос, он тоже вот на этой карте вот есть. И вот она какая большая эта Удмуртия. И вот эти 7 минут заканчиваются. Я вообще не помню, как ночь прошла, потому что все равно колошматила, все равно были нервы. И на следующий день, значит, ну, мы сидим, вручают дипломы, награды. Екатеринбург 3 место с заварными пирожными. Сызрань помидорный. Помидорный поезд ходит в Сызрани. 2 место. То есть прям целый поезд. Это такая подготовка. Он на тот момент уже 5 лет ходил. То есть маршрут проверенный. Казань, естественно, 1 место, а маленький Сарапул берет гран-при. И вот эта маленькая статуэтка, я там не знала, то ли плакать, то ли верещать от радости. Вот реально, ну, наверное, Оскар также получает. То есть ты целый год работал. Ну, в моем случае это было всего 3 месяца, но мы прямо резко стартанули. И потом уже те коллеги, которые приходили, я говорила: ребят, я, конечно, совершенно сумасшедшая женщина. Я тут и днюю, и ночую, и дети мои растут как полевые цветочки. И пришла, нормально все, живы? Ну все прекрасно. Я иногда их утаскиваю на маршруты. Я всегда, когда где-то работала, дети со мной бегали. Если это был Дом дружбы, то прибегаю в пятницу домой. Дети, вот вам тюбетейки, завтра мы идем на Сабантуй. Все, завтра мы все татары. Мама... Все, мы одели тюбетейки, одели штанишки, ну, как бы с уважением к чужому празднику. В следующей неделе: дети, завтра вы казачата. Вот штаны с лампасами, вот папахи, вот у меня парочка, значит, застегнула косоворотку. Все, пошли на праздник к казакам. Пошли к армянам, оделись как армяне. Вот, у меня младший долгое время говорил: мама, мне так понравилось у армян. Я говорю: слушай, может быть, ты там так танцевал, прям лезгинку, надо, может быть, какой-то танцевальный кружок тебе выбрать. Мама, я знаю, какой кружок меня надо записать. Запиши меня в армяне. То есть он думал, это большой кружок, где учат на армян. Вот. И каждая история, как только я запускала маршрут, у меня есть вкусная прогулка по Ижевску, они первые, кто тестировали мой маршрут. Я сказала: дети, меня колотит, я волнуюсь. Ну, мама, ты с 6 лет выходишь на сцену. Я говорю, и это все равно не исключает того, что, конечно, я каждый раз волнуюсь. Зрители могут быть всякие. И москвичи, и голландцы, и китайцы, да, и попробуй их на наш менталитет перестрой. И все равно есть, конечно, волнение, поэтому мои сыновья тестируют все. И каждый новый человек, который приходит, я говорю: вам придется, ну, в наш сумасшедший ритм влиться. И я была очень рада, потому что уже на 2-й год, когда проводился маршрут года, уже в Ульяновске, мы поехали туда уже втроем. Уже был коллектив, уже была малая группа. Мы привезли 2 гран-при за 2 маршрута, которые мы придумали: за Воткинск и за Ижевск. А потом вообще настолько понеслось все, что это была как раз осень прошлого года, 19-го. Эксперты премии позвонили, говорят: ребята, Удмуртия как-то вообще так о себе хорошо рассказывает, и вы нас так влюбили. Мы решили, что финал будет проходить в Ижевске. И я понимаю, что ну, нормально, вот вы удружили. Я понимаю, что в свое время, да, Казань, которая была хозяйкой маршрута, ей дали только 1 место, а гран-при у нее из-под носа мы увели. И здесь может быть та же история. А в зале-то сидят все мои туристы, дети, коллеги, которые переживают, там транспаранты держат. И это была такая командная работа. У нас уже было 5, маршрутов новых было 5. Мы вышли, я накануне в соцсетях написала: люди, если кто-то будет сидеть в зале, пожалуйста, сори, я просто тупо завтра никого не увижу. Вот я с утра как встала, вот у меня есть цель, Удмуртия должна быть лучшей. Это наш проект, это наша гордость. Мы реально каждый год лучше, больше и качественнее. И поэтому, ну, прям дома должны были проявиться. И я говорю: сори, если я с кем-то не поздороваюсь. Мы только были заточены на результат, было по-всякому. Мы меняли на ходу также, мы импровизировали. Пришлось не просто читать стихи, пришлось петь на удмуртском языке. Тот человек, который сидел в зале из моей команды, он четко следил за временем, он знал, что сейчас мы по слайдам расскажем, а потом стихи. И тут вдруг на последнем маршруте уже 8 вечера, мы уже выжатые.
И приходит шеф и говорит: Юль, надо дожимать. Там в Смоленск, у них такая же гастроистория, там чем-то кормят, поэтому прям дожимайте. И мы как раз, значит, собрались. Я понимаю, что стихи уже не пойдут, надо петь. Я запеваю длинную эту удмуртскую песню на 50 куплетов. Она обычно такая прощальная, гостевая. Ну, что называется, лебединая песня. Уж пропадать так с музыкой. А жюри уже сидело, уже все накормленное, опять насытое, напитое, наетое. И тут вдруг удмуртский язык зазвучал. Вот просто вот спокойная, протяжная, вот как обычно прощается удмуртская хозяйка. И прямо они так выдохнули. Человек, который у меня сидит в зале, за временем смотрит, показывает мне: Юля, что это? Некогда уже было. То есть я допела, выдохнула, повернулась спиной, где было написано «влюбиться в Удмуртию», объяснила, почему у удмуртов спина особое значение имеет, почему поговорку вот именно мы там хэштег налепили. И на следующий день мы за наши 5 маршрутов взяли 5 гран-при. То есть, ну, это была победа. Буквально вот сейчас осталось у нас 3 недели, и мы снова поедем на маршрут года. Это вот моя стена славы. Это все гран-при, которые... Ну, кстати, далеко не все, в общем. Куда дотянулась, то вколотила. Я думаю, что, конечно, надо будет расширяться. Через 3 недели мы снова поедем на маршрут года. Будем с коллегами из Казани также пересекаться, с Ульяновском, ну, со всеми. В этом году мы заявились на 12 номинаций. То есть все, что мы придумали за карантин, когда мы скучали без туристов, когда мы не выезжали, все, что мы запустили в формате пеших экскурсий, экскурсии под парусами, даже такой формат у нас, идея маршрута есть, экскурсии пешком по закулисью храма, по закулисью зоопарка. Ну, это, знаете, вот правда такое детище, которое сейчас уже вообще ни за что не брошу, что бы ни посулили. Москву, Питер, ну нет. Я пожила в разных городах, я и в Ростове-на-Дону жила 4 года, и в Новосибирске, где моя родня, и в Москве. Ну, как-то вот ностальгия по удмуртским березкам как-то она меня все равно накрывает каждый раз. Очень многие удивляются, и когда приходят, ну, для близких, для гостей города заказать, прям я вижу лицо человека, который испуганный и говорит: Господи, что-нибудь про Ижевск нам вот сделайте. Хотя, что у нас тут смотреть? Я говорю: да что вы? У нас тут хороший город, и столько историй удивительных каких-то, прям вдохновенных. Прошлое лето я настолько убедила народ, что по Ижевску есть что посмотреть, что каждый выходной у меня был полон автобус. Прям 40 человек каждые выходные, человек 200 за один месяц, только мы так перевезли. И я в субботу в 9 утра, да, захожу в автобус, и все так сидят. Я говорю: а что улыбаемся? Ничего не знаем, что ли, про город? И все так: нет, Юля, ничего не знаем. Я говорю: понятно, ну поехали. И когда народ едет первый раз на Денежный перекресток, знаете, вот тут где у нас в Ижевске? Да? Нет, если честно. Вот. Очень многие взрослые говорят: в смысле, я тут родился? Я говорю: ну вы что, это очень фэншуйное место. Мы там всегда кошельки, сумочки заряжаем, прям вот на большая розетка такая, написано «зарядка для денег». Вот. Причем, ладно, взрослые кошельки, там кредитные карточки прикладывают, сумками там начинают натирать. Представьте себе лица прохожих, которые идут, никого не трогают. Ну, кто смотрит на дома, да, что там? Естественно, ну, либо под ноги, либо на проезжающий транспорт. И когда 40 человек с сумками бегут и начинают стену здания начищать, прохожие так: а у вас тут что сейчас? У вас флешмоб? А что делать надо? Я говорю: доставайте кредитки, монетки. И присоединяются к вам. Ой, да? вот же оно. Вот слона-то я и не приметил. Я говорю: да тут фэншуйное место. Да ладно. И когда вот так по Ижевску начинает народ открывать глаза, и когда итальянцы приезжают там к нашей роскошной царь-пушке, точная копия московской красавицы, ну а они первым делом сбегают на мостик, а там вот эти изящные пушечки, которые завод из штали отлил, а внутри там мусорка. Но они услышали слово «пушка» от переводчика, и давай обниматься с этой пушкой, и позируют там, значит, верхом. Я бегу, говорю: мама мия, что вы делаете? Посмотрите. О, мусор! Я говорю: ну, как бы да, большая это вот же она. И каждый раз, когда я вижу такие лица, приходишь домой настолько заряженный, меня очень часто спрашивают: вы, наверное, устаете от людей. Действительно, есть люди-интроверты, для которых вывести 100 человек за день, а у нас еще была такая практика, в том году мы в раз вывозили 80 четвероклассников. И как вы это выдержали? Вопрос. Да, то есть вот эта толпа орущих обезьянок. Этот полез на забор, этот запнулся, этот толкнул, тут орет, за косу тянет. Господи, ну как? У меня 40 вот этих обезьянок в автобусе, у коллеги, значит, 40. А на точках-то мы выходим и объединяемся. И вот это вот такая неуправляемая толпа, когда их в женскую гимназию как раз в Сарапул завела, говорю:
Сейчас нам девичий класс покажет. А там барышни же все, подол коленки закрывает, волосы гладко убраны. Перемена, полная тишина. Мы только вот заглядываем, а там 30 девочек, и все молчат. Одна читает, третья рисует, там вторая в окошко смотрит. Тишина. Никто не убивает друг друга портфелем, никто не тащит там за пуговицу, за ранец. И классная дама только говорит: барышни, у нас гости. Они все 30 встают, подолы расправляют и склоняются так, и улыбаются на нас, смотрят. И тут вот это вот месиво, которое: о, девочки, девочки. О, Господи. Мне за Ижевск, правда, было стыдно. То есть, как бы вот две эпохи. Ну, когда, в общем, мы их вернули, мы с моей коллегой так вышли, и мы были два такие выпотрошенные чучелка. Вот мы не могли ни говорить, ничего не обсуждать, не сдавать отчеты. Просто мы вышли, и мы, по-моему, полдня отходили от этой толпы. Но это был единственный такой прикольный случай все равно, потому что эти дети обратно ехали такие тихшие, притихшие. Под впечатлением они были сильным. Ну, на горохе постояли, перышком пописали чернилами. Увидели вот этих настоящих девочек, которые просто улыбаются и очень достойно на тебя смотрят. Я не устаю от людей, особенно если люди вот так вот сидят, и я им 6 часов про царапулу рассказывала, а тут мы куда-нибудь встали в пробку уже в Ижевске, я думаю, сейчас их порвет от информации, ну сколько можно слушать, ну все равно, конечно, с перерывами, с обедом. Я говорю: ну вы отдыхаете, они такие: угу. А вот про Ижевск, ага, поняла, про Ижевск, сейчас, так вот, и я им еще начинаю что-то рассказывать, поэтому это всегда заряжает. Ну, я, конечно, такой человек-мотор, да, то есть чем больше людей, тем лучше, но приходит какой-то такой момент, я не могу сказать, что предыдущие мои места работы я там как-то халявила, да точно так же и носилась, и за армянами, и за евреями, и на Почте России точно так же, мне нравились все люди, которые там работают, и можно найти в этом действительно Но сами кайф. работы вам меньше, мне показалось, из ваших постов приносили впечатление? Вы знаете, просто на тот момент, например, когда я пришла работать на Почту России, 96-й год, ну какой там был интернет, я вас умоляю. Конечно. Когда шеф у меня только заикнулся, нам надо, наверное, сделать интернет-страничку. Я сказала: чего? Газета выходит, почтовик Удмуртии. Мне нагрузки хватит. Ну вас с этим интернетом еще неизвестно, придет он, не придет. Представьте, я реально вот это говорила, потому что 90-е годы страна начала перестраиваться, страна начала собирать себя обратно по кусочкам. Никто не знал вообще, может опять Москву бомбить будут, может танки будут стоять, да, то есть мы же в тот момент реально собирались ехать в Москву, подбирать булыжники и стоять живой стеной, потому что там на баррикадах Шевчук, на баррикадах Наутилус, а мы что это, мы без рокеров-то куда? Когда меня старшеклассники спрашивают: Юлия Юрьевна, а вы как бы давно, да, работаете? Ну вы прям, ну давно, то есть вопрос про возраст все равно возникает. Ну, да. Я говорю: ребята, я очень старая, я видела Цоя живьем. И вот это их сносит, потому что для них Виктор Цой: да ладно, да ну а сколько же вам лет? И прям реально я когда слышу: вы такая старая? Ну как бы да. Ну чего, в этом году вот мне 46 исполнилось. Я считаю, что вот реально, как классики говорили, в 40 лет жизнь только начинается. Я действительно, когда не было интернета, когда не было мобильников, когда мы это все набирали, ну вот практически в режиме печатной машинки, да был точно такой же комсомольский задор. Мы точно так же куда-то носились. Я с этой Почты России в какой-нибудь глухой Кесский район уеду. И потом в Удмуртскую правду печатную, значит, статью выдаю, как я работала Снегурочкой, какой у меня был пьяненький Дедушка Мороз, как мы пугали детишек деревенских, как мы застряли в санях в полях. Классное, огромное количество историй. Я как раз тогда вот поездила, взяла интервью очень многих звезд эстрады, которые еще до сих пор живы, да, там тот же Макаревич, группа Форум, группа Нана, Анжелика Варум. Я со всеми живьем общалась. Кто-то из звезд оставил хорошее впечатление, кто-то как бы очень так, ну, снобистски так смотрел и свысока. Очень, очень много было опыта. Просто тогда это все выходило в печатном формате, и вот не было такого, что прям с телефона едешь и тут же выкладываешь репортажи. Поэтому какие-то вещи, например, дети про телефон, ну, мне страхуют, объясняют, рассказывают. Старшая сыночка мне говорит: вот тут есть такая кнопочка, вот, ты прямо будешь крутая, если ты попробуешь с ней работать и писать сторис. Что я буду делать? Ну, как бы да, я динозавр. Вместе с тем никто не отменяет. Знаете, вот у меня блокнот всегда с собой. Вот это мой рабочий блокнот, вот он у меня кочует из сумки на рабочий стол. Хотя вот рядом ноутбук, да, пожалуйста. Нет, человек, когда вот он пишет ручкой, это совершенно другая работа мозга.
Это развитие полушария, это мелкая моторика, это сначала придумать, потом написать, чтобы было красиво, чтобы там немного черкать. То есть я без этого никуда. Это самое первое орудие журналиста. Блокнот и ручка. С памятью может подвести, тем более с возрастом, как бы, да, замечаю, что иногда подводит. Вот. А вот то, что написано пером, реально это, конечно, помогает. Поэтому я не могу сказать, что предыдущие места работы я как-то действительно халявила. Это просто не просачивалось в соцсети. А потом я уже просто поняла, что это прекрасная платформа обо всем рассказать, не только о моем экскурсионном центре, потому что помимо этого я провожу фильмы в пространстве Ижевска, я организую благотворительные акции, я работаю волонтером, я донор костного мозга, и мы эти флешмобы устраиваем. Ну, очень много таких сопутствующих мероприятий, которые могут собрать хорошее количество добрых людей. Я иногда, когда посты там, ну вот день так пробегаешь, а ночью ты что, собственно, делать, да? Садись и пиши посты, и обрабатывай фотографии, и смотри там видеозаписи в телефоне, все, что написала, насмотрелась. И иногда так, ну, до 4, до 5 утра я все это обрабатываю, пишу, выкладываю, ставлю время, чтобы оно там в 8 утра уже пошло в сеть. А иногда люди приходят на работу в 8 утра, а я вот в 5 написала, там, поставила пост на 9, ну, хотя бы 3 часа, да. И тут в 8 утра кто-то начинает звонить и говорить: не понял, у тебя вчера было мероприятие, а пост-то где? Я говорю: имейте совесть, дайте хоть немножко это прийти в себя, в 9 все будет. То есть люди уже прям привыкли, уже ждут. И мне иногда, знаете, даже москвичи говорят: слушайте, мы вас читаем, да, на Фейсбуке, там, в Инсте, у вас там такая движуха в Ижевске, у вас прям такой город. Ну, наверное, да, то есть мне за день удается попасть на очень многие мероприятия, и на вечер танцев, и на кулинарный мастер-класс, и в какой-нибудь район там уедем. Ну, для нас вот с шефом это привычная история. С утра приходит, говорит: Воткинск ждет. А, не вопрос, вот, тапочки поменяла, и поехали в Воткинск. Сейчас вот собирались на маршрут года, тут Удмуртия висит, поэтому шеф говорит: а, Мордовия, ну так это где-то рядом с нами. Открываю Google, Матерь Божья, 10 часов за рулем. В смысле? Я говорю: не, за рулем точно не поедем. Он: в смысле 10 часов? То есть мы привыкли, что все рядом. Нам что, до Казани слетать, впрыгнули в седло и вперед, что до Воткинска. И везде есть коллеги, везде люди, которые ждут. И даже вот наша большая Удмуртия, мы далеко не все 27 районов еще запустили вот в виде маршрутов. Это только идеи, это только еще какие-то... Ну, где-то условий нет, где-то там банально, где помыть руки, где накормить. Это тоже все нужно проговаривать. Мы приучили наших туристов, у нас есть огромное количество таких постоянных наших друзей, которые вот ходят за нас болеть, выезжают за нас прям даже в другие города поболеть, обещали в Саранске быть, которые переживают за нас прям как за своих, которые прям как за свою семью, ну, сочувствуют. Я только один раз в соцсетях написала, что: ребята, у меня сегодня выходной, можно я просто посплю, а то как-то я убегалась. Господи, сколько там комментариев. Юля, попейте левторакок. Юля, да вы что, держите ноги в тепле. Причем люди, которых я даже уже и не помню. Люди просто испугались и не привыкли, что вы ведете активную деятельность. В смысле, да. И там как бы такая движуха началась. Разве? Может быть, конечно, со временем ты становишься заложником какой-то такой маски, да. Я не скажу, что приходится притворяться. Я практически все время в таком поднятом настроении. Даже если там не удалось выспаться или где-то была там тяжелая дорога, все равно жить интересно и открывать новые уголки, вот даже совсем под носом, да, в каком-то там Нефтекамске, да, Агидель, туда вот мы еще, наша нога еще не дошла, но однозначно мы туда дойдем. Это очень интересно, прямо не просто вот позировать как раз на соцсети. У меня очень много там фотографий, где я вообще в размазанном виде не успела там ни причесаться, ни переодеться. Но это живая такая картинка, поэтому народ, да, иногда начинает переживать, что: пожалуйста, отдыхайте, как это мы без вас, да, вы уж, пожалуйста, там перед Саранском выдохните, чтобы у вас все было хорошо. Это очень приятно, это прям такая большая, ну, дружеская компания. Прям действительно, в день рождения они тут все с подарками, с цветами, при том, что я все равно на экскурсии даже в свой день рождения. Это очень приятно. Я думаю, что почему мы как бы вот так вот и держимся за это пространство, за этих людей. Мы с командой вот везде, если куда-то на выезд, мы везде в буклетах, в наших фирменных красных толстовках. Это такой походный вариант. Если уж это парадное, то мы наши народные костюмы удмуртские одеваем. Мы держимся за эту историю, потому что вот мы ее сами из пазлов собрали, слепили, и каждый пришел совершенно противоположным даже багажом знаний. Кто-то программист, кто-то из мерчендайзеров, кто-то из педагогов, кто-то из музейщиков подтянулся, кто-то из финансовых вообще аналитиков. Но
как-то так срастается, да, что это действительно сумасшедшая работа. А в чем секрет ваших туристических маршрутов? Вы уже начали говорить о том, сколько у вас наград, как вы обходите города, которые на первый взгляд человек... Миллионники, да, которые не в теме нашего местного туризма, скажут, ну, Казань же, ну, вот с ней все понятно, с Москвой, Питером понятно, а что в Удмуртии делать? Вот как вы осуществляете эти маршруты, как вы придумываете? Вот здесь, наверное, как раз, знаете, я всегда говорю, есть такие коллеги в других регионах, в городах-миллионниках, сталкиваешься с тем, что поток большой. Я думаю, что если бы вот мы были в Москве, конечно, было бы тяжело держать эту камерную атмосферу. Я практически все телефоны моих туристов у меня есть в телефоне. Вот даже если он 5 лет назад выезжал, я его не стираю, потому что, а вдруг человек вернется. А когда ты отвечаешь по имени, там так прям теплеет на том конце провода. Ой, вы меня узнали, ну как бы вы у меня записаны, да? Там название маршрута, ехал с семьей или один, или это школа. То есть я сразу историю вспоминаю, когда у меня на экране высветился человек. Никого не выкидываю. И вот мы делаем их точно так же семейно. Мы когда первый Сарапул запускали, казалось бы, 2 хозяйки ресторана. Они должны быть конкурентами. У них вот через Красную площадь заведения. У одной ресторан, у другой ресторан. Но они объединились. Они прям, вот, они дружат между собой. Они все время часто встречаются. Они договорились. Они решили все вот эти вот купеческие истории поднять. Музейные архивы все прошерстили. Все это на кухне сделали. Потом мы нашим туристам это преподносим. И они реально начали рассказывать свои личные истории. О том, какие они патриоты Сарапула, о том, какой тост прадед всегда в семье говорил. Это личная история. Если вот коллеги могут даже иногда сопровождающего не дать, были такие случаи, нам из другого региона позвонили, говорят, у нас группа едет, встретите? Я говорю, в смысле встретите? Ну, мы их посадим, 30 человек, а вы там уже... В смысле, им в пути никто ничего не будет рассказывать? Как так? Я всем экскурсоводам сказала, ты не садишься. Ты стоишь лицом к салону и работаешь на зал. А в чем секрет истинного профессионала экскурсовода? Каким он должен быть? Любить то, что делает. Это, понимаете, вот на этот импульс, даже если ты немножко проседаешь в знаниях, ну ты даешь настроение. Ведь у нас же наши хозяюшки ресторанов, они не дают статистику, проценты, весовку. Боже упаси, они дают настроение, когда людям так душевно за столом, так хочется это повторить, атмосферу. То же самое мы создаем на маршрутах. У нас есть тот, кто притягивает к себе больше там бабушек, да, вот моя коллега, тот, кто притягивает к себе больше детей. Тот, вы кого притягиваете? Ну, у меня какие-то такие, да, женщины за 40, какая-то такая интеллигенция, учителя, врачи, вот такая аудитория, которые любят театр, которые любят читать. Все театральные маршруты, я говорю, у кого они там провисают? У нас люди спички тянут, чтобы отправиться в Глазов театральный. Лучший театр республики посмотреть, парафраз. Потому что я 11 раз смотрела один и тот же спектакль, едет следующая группа, и я открываю рот, и я плакать начинаю. Прям реально меня сносит. Я говорю, ребят, ну вот понимаете, да, что творится? Это магия, это невозможно сымитировать, заплакать, удержать голос. У нас на защите была такая история. Вот я говорю, мы здесь прям плечом к плечу. Ну, не скажу, что как в окопе, нет. Это прям действительно очень добрая семейная атмосфера. Мы можем забыть, что мы обедали. Кто-нибудь выскочит и скажет, а у нас сегодня был обед. О, ты бегом, да? И мы так заработались, нам интересно. И на защите был момент, когда мы вместе с директором, каждый должен был рассказывать определенный отрывок на слайдах. То есть мы микрофон передаем, он говорит, я говорю, человек в зале нам сигнализирует. 3 минуты прошло, 4, ну то есть он показывает, успеваем ли мы по слайдам все рассказать. И тут я, ну, во-первых, конечно, нервы, да, во-вторых, конечно, очень хочется держать этот уровень. Позапрошлый год я рассказываю про Малопургинский район, наш роскошный маршрут, гости к Берегиням. Это храм, это бурановские бабушки, это вот такая теплая домашняя красота. И эти хозяюшки меня так провожали с благословением. Мать-настоятельница монастыря, когда я приехала, говорю, матушка Зоя, мы тут немножко пропадем, но мы уезжаем на Всероссийскую туристическую премию. Она тогда меня смотрит и говорит, вот сейчас ни слова не поняла, ну если тебе важно, то езжай. Ну там тихонько благословила. То есть ехать с благословением... Я начинаю говорить, и Норья,
И я понимаю, что все, меня сносит, меня выстегивает, слезы на глазах, голос задрожал. У шефа большие глаза, он понимает, что я... Все, нахлынули эмоции, я могу договорить, но я плачу, и как бы не надо давить на жалость, нужно нормально, спокойно презентовать наш маршрут. Он быстро у меня отбирает микрофон, но тихонечко, да, как бы, ну, он сообразил, надо убирать, чтобы вот это вот все не пошло в эфир, потому что, как бы, ну, зачем жалость вызывать, да, только я знаю, как это глубоко и как это трепетно. Микрофон ушел, я глубоко вздохнула, сказала, соберись, тряпка, что ж такое, он договорил все, что надо. Я повернулась, он мне моргнул. Все, микрофон я забрала, мы продолжаем. Вот, я не знаю, между сиамскими близнецами, наверное, такое взаимодействие, чем между подчиненным и как бы вот, его начальником. Поэтому... То есть сила внутреннего туризма именно по Удмуртии в камерных маршрутах? Я думаю, это личная история, вот повторюсь, да, мы заряжаем их лично, мы пока сами все не проехали, вот тут руки мыли, неудобно было, меняем, вот тут ели, вот это вот блюдо заменим, вот это будет вкуснее, вот тут одевались, вот это долго одевать, меняйте вот там, то есть это все нужно лично протестировать, и где-то по пояс, там, по колено в снегу, и где-то поползать, и даже если, ну, люди, которые живут, я вот живу в Ижевске, я всем говорю, вы знаете, как у нас круто? Это ж надо, чтобы люди со стороны приехали, и им было комфортно, и также было круто. Но сейчас у нас такая большая история началась. Мы принимаем гастрономические поезда из Москвы. То есть вот уже 3-й поезд на очереди. 40 москвичей. Я за ними еду в Москву. Я их уже на перроне встречаю. Говорю, ну что, дайте знакомиться. Я вот из Люберца в Удмуртию, компания «Турист». Загружайтесь, на ужин я вас жду. Уже с историями, уже с вкусными, сладкими подарками. То есть они уже всю продукцию кондитерской и сарапульской фабрики начинают в вагоне-ресторане пробовать, задать вопросы. И всегда у москвичей спрашиваю, кто-нибудь хотя бы знает, куда вы едете? Вообще нет. Я говорю, ну вы героические люди. А что же у вас именно в Удмуртию-то? И что говорят? Да, ну интересно. Ну вот, я говорю, а что знаете? Буранова и Калашников. Все, 2 бренда, которые вот, ну, раскручены. Даже Чайковский, москвичи. Что, в смысле он ваш? Он наш, клинский. Да сейчас же, ребята. Ага. То есть они не знают, что он тут родился. И когда люди приезжают вообще в ноль, да, то есть, а Калашников это у вас? Ну прекрасно. А Буранова, это разве не Бурятия? Да, ребята, побойтесь Бога. И вот мы когда с ними 3 дня и за стол, и вечером я их до гостиницы довезла, и на утро я уже в народной одежде. Ой, Юля, это вы? Да, это вот наша южная красота удмуртская. И в Лударвай, и в Купеческий Сарапул. И в воскресенье вечером, когда эти 4 дня, значит, прошли, в четверг я села в поезд, в воскресенье я их возвращаю, мы их провожаем на перроне всей командой. Вы знаете, они прям со слезами уезжают, вот реально. А что говорят об Удмуртии именно после того, как уже посетили ваши маршруты? Вот они обнимают, во-первых, они говорят, а как мы теперь без вас ужинать в поезде, да, а вот нам, я говорю, я вам в Вайбере напишу, что у вас сейчас ужин, чтобы вы не проспали, чтобы утром вышли на перрон, да, мы так и общаемся в этих беседах, но вот, наверное, самый лучший комплимент, который я услышала, и одно действо, значит, после первой группы мужчина уезжает и говорит, Юля, я прямо 100% ощущаю себя удмуртом. Я говорю, даже я себя на 100% не ощущаю удмурткой, поскольку я русская. Но это крутой комплимент, спасибо. То есть я так влюбился, это прекрасно. И со второй группой приехала женщина, ну вот это был сентябрь, да, уже непонятные были условия. Можно ехать в регионы, нельзя. Самолеты почему-то запускают, да, и Турцию открыли. А тут была просто непонятная ситуация. И они, уезжая, женщина ко мне подходит и говорит, Юля, я никому не скажу, можно я вас обниму? Я говорю, ну конечно, это очень трогательно. То есть вот прямо кусочек Удмуртию вести, это тоже комплимент, это прям показатель того, что и они мне пишут, слушайте, это же мы с вами только вот посмотрели-то. Я говорю, мы вам только приоткрыли Удмуртию, Лударвай, Ижевск, Сарапул, это вообще 100-я часть. Роскошный музыкальный Воткинск, сырная Норья, театральный Глазов и дальше. А поющая Киясова, что там, столько историй. И Москва говорит, а можно мы к вам вернемся? Вот зимой, это будет другая программа, и вы нам все покажете. Так можно, конечно. Или когда вот москвичи говорят, а когда у вас Саранск? Я говорю, 4 ноября. Ну так легко мы приедем и за вас болеть будем. Я говорю, может, за Москву все-таки будете болеть? Не, мы же вас знаем. Что? Мы в Москве никого не знаем. В Москве тяжело это сделать. Здесь у нас, ну, не зря же говорят, Ижевск большая деревня. Вот
плюнь, в знакомых попадешь. Вот мы с вами сегодня начали выяснять. Ой, так там сколько общих знакомых насобирали. Иногда самым невероятным образом. Поэтому, мне кажется, вернуться за личными историями, за таким теплым человеческим отношением. Вот я говорю, когда меня накрывают эмоции, а я очень часто начинаю на маршруте, ну просто плакать, это, наверное, возрастное, как бы. Понимаете? И они все понимают. Как мне плохо, как мне хорошо, как я... Потом говорю, ой, вам, наверное, поспать хотелось. Ой, уже нет, Юля, рассказывайте. И были такие прикольные случаи, когда туристы едут, например, ну там какая-нибудь Европа. Девочки, которые, в принципе, ижевские, но они вышли замуж за иностранцев, вот они прошлое лето приезжали так, ну, развеяться. Ну и уж после Европы, конечно, да, что уж их чем тут удивишь. Ну, мы ехали в Глазов на лучший спектакль, на «Вино из одуванчиков». И по пути в Глазов, ну, я, по идее, да, все 3 часа на трассе я все рассказываю. Про театральные традиции, про то, как у нас здесь Сава Морозов заложил роскошную просто традицию, которая, к сожалению, сейчас в театрах утрачена. 2 последних ряда были бесплатные для молодежи. Всегда пускали студентов и школьников бесплатно в театр. И они были так благодарны, что им дали посмотреть не за деньги, что они к этой богатой публике рядышком могут сесть. Верещала галерка вовсю. И вот у меня едут эти итальянские девчонки, которые... В Европе же вот уже такой поверхностный взгляд на все. То есть, ну, они посмотрели вот глазом, им достаточно. Им не надо там года, фамилии. Ну, вот они через ощущения. И вот я на маршруте в автобусе рассказываю, и тут эти европейские девчонки так аккуратненько. Юля, час прошел, можно сворачивать разговоры. В смысле? А все остальные так сидят, слушают, а у меня еще 50 человек. Но у вас нет такого ощущения иногда, что вы очень много уделяете времени в работе, а именно сыновьям в семье достается маленький кусочек? Нет такого чувства? Знаете, мы... Ну, во-первых, у меня пацаны, они не должны тут у юбки все время мелькать, конечно, они должны быть самостоятельными, они должны уметь готовить, они у меня умеют, они должны коммуницировать со всеми людьми. Самое важное, то, что получают дети, оно не количеством дней измеряет, а качеством. Мы просто качественно умеем с сыновьями отдыхать. То есть мы выбираем 5 дней, но мы вот уезжаем в ту же Москву или в Казань, и все-все-все мы там вот посмотрели, везде были, прям по минутам точно так же все рассчитано. Это просто грамотный тайм-менеджмент, что в работе, что в семье. Поэтому тут не стоит вопрос о том, что мама, ты мало времени нам уделяешь. Там уже 15 лет уже нормально без мамы. А как вы им помогаете найти свою профессиональную дорогу? Какие-то даете советы, может, на личном примере? Да, безусловно, как бы вот они пока были еще в таком, в режиме начальной школы, среднего звена, они ходили на все мои мероприятия, на мастер-классы по блогерству, по журналистике, по выбору профессии, на фильмы ходили. Через фильмы, 8-й год я фильмы с комментариями в Ижевске провожу на разных библиотечных площадках. Это бесплатное мероприятие. То есть ты на экран смотришь, думаешь, о, точно, ведь про меня история. То есть в следующий раз, когда у тебя сложится так, и ты занесешь ногу, чтобы шагнуть, а я нет, туда не надо шагать. То есть у тебя сразу эта картинка всплывет из фильма. И то, что я говорила, вот, ребят, потом будет плохо. И вот реально человек делает шаг назад. Юлия, расскажите, пожалуйста, как молодым людям, школьникам, студентам найти свой путь? Дайте какие-нибудь конкретные советы. Да, и очень часто старшеклассники спрашивают, о, вам хорошо, вот вы нашли, я говорю, и то в 40, да? Вам нужно как-то пораньше в эту историю втянуться. Вот единственная, наверное, мысль, которую я вынесла из огромного количества мест своих работ, где только я не поэкспериментировала над своими возможностями, нужно однозначно выбирать то, что тебе нравится делать. Это вот главный критерий. Все понятно, мужчина должен думать про деньги, он должен быть добытчиком, но в любом случае, вот если вы выбираете то дело, которое вам нравится, пусть даже это вот всего лишь там, ну вот с удовольствием забор красить, как у Марка Твена, да, но поверьте, вот какое-то благосостояние и само такое эмоциональное вот настроение, оно прям следом притянется. Сколько бы я ни меняла вот рабочих мест, коллективов, всегда говорила, ребят, ну вот до того момента пока интересно. Зарплата, ну я, наверное, вообще такой сумасшедший человек, деньги для меня как бы, ну вот это не на первом месте. Вот статуэтки, да, дипломчик, ой, а как же я без дипломчика приеду? Ну это у львов, мне кажется, фишка тщеславия. Я как лев вас прекрасно понимаю. Ну, чего удивляться, да. Как это? Еще одну табличку, главный-приглавный, ну это да, есть такое у львов.
Но деньги на самом деле, они не должны быть вот прям вот цель и гора. Как хорошо моя тренер говорила, хорошо, у тебя есть гора денег. Что ты будешь с ним делать? Самолетики клеить? Кораблики из них запускать? Из этих купюр? Это надо сразу же во что-то переводить. Поэтому смотреть на работу, которая предполагается, да, и выбирать. Вот если душа поет, все пойдет. Но вот у многих проблемы уже даже на начальном этапе, что они в принципе не знают, что им нравится. То есть даже какой-то мечты нет, причем даже у детей вот с какого-то садичного возраста или у детей начальной школы. Как эту проблему решить? Сейчас, конечно, да, все достаточно размыто, и у юного поколения есть такое представление, что сиди и играй, да, в танчики и зарабатывай при этом деньги. Это ж только единицам удается, да? А позиционируется, как будто это прямо вот и сиди всю жизнь вот за ноутом, и, пожалуйста, будет тебе счастье. Ну, есть, конечно, куча профессиональных тестов. Человек-человек, человек-наука, человек-техника и так далее. Вот это человек-животный мир. Есть работа социальных педагогов, которые так или иначе все равно. Есть рисуночные, прямо вот диагностика, когда можно что-то порисовать, и вот тебе решение. В интернете сейчас можно поискать всего чего угодно. Вот ты порисовал, вот ты из готовых рисунков что-то выбрал, вот тут ты книжку тебе предложили, да, какую-то посмотреть и пролистать. Это сейчас легко делается. Ну вот самое главное, чтобы не хочу много денег зарабатывать, а прям вот что... Понимаете, вы когда приходите в магазин, да, ведь на какую-то вещь ёкает, вот прям купил бы, да, вот носил бы, вот из этих бы штанов не вылезал, и спал бы в них, и замуж в них бы выходил, да. Точно так же нужно смотреть на людей. Вот этот классно про профессию рассказывает, да, и он зажигает, а мимо этого, ну и что вот он это делает. Надо, конечно, отталкиваться от своих каких-то талантов, то есть у кого-то руки из того места растут, да, а кому-то прям нужно их сильно очень туда прикручивать, чтобы хоть что-то получилось. И когда я готовилась к интервью, смотрела вашу страничку, и у меня сердце ёкнуло, когда я увидела ваши любимые книги. Там среди них была книга, благодаря которой я пошла в журналистику, которая очень сильно изменила меня, сформировала какие-то принципы. Это книга «Мальчик со шпагой». Да ладно. Это просто... любовь на всю жизнь, и эта книга как-то на вас повлияла? Ой, ну конечно, конечно. Вы знаете, на меня в этом году меня просто сбил с ног уход Крапивина. Такая же история была. Я в такую депрессию провалилась. Я, по-моему, по маме столько не плакала. То есть, ну, я там понимала, там была такая история, когда человек медленно уходил, я была готова. А тут, ну, всегда, когда какой-то вот близкий по духу тебе человек, с ним что-то случается, ты всегда думаешь, не, ну в смысле, он должен жить вечно, да, вот я очень тяжело выходила после смерти Крапивина, я не могла работать, у меня подскочила температура на ровном месте, то есть я сдаю анализы, все хорошо, а температура держится, у меня сопротивляется просто организм, я не могу понять, что командора больше нет, что вот этих светлых книг больше никто не напишет, и я пришла домой, у меня такое было лицо, что сыновья с порога сразу, кто? Они понимают, что это только кто-то ушел. Они сразу, мама, кто? Думали, там, дед или кто-то. Я начинаю реветь, говорю, Крапивин. Они, ну как же, потому что они выросли у меня на этом. Мне тоже прививали. Конечно. Мне мама в детстве читала «Мальчика со шпагой» и этот кодекс чести, который всегда внутри. Мы, крапивинцы, когда я только в интернете написала «Все, я умираю, у меня нет смысла жизни», 40 человек с разных городов посыпалось мне в друзья. И каждый пишет «Привет, салют, командор». Все, это был как пароль. Я немножко выдохнула и всегда говорю, если человеку плохо, разворачивайся к людям. Ты не знаешь, сколько ресурсов вовне находится. Вот вы сегодня только сказали «мальчик со шпагой». Сразу обнять вас хочется. Это свой в доску человек, мы из одного теста. Хотя, казалось бы, такая разница в возрасте. Ну, я своим детям точно так же его читала, этого «Мальчика со шпагой». И в класс, где учились мои дети, я точно так же эти книги приносила. А сейчас просто, ну вот, после этой утраты, сейчас вот буквально будет 40 дней, пошел такой поток, люди заказывают эти книжки, пошла распродажа. Я с «Лабиринта» сразу 10 книг заказала, потому что у меня далеко не полное собрание сочинений, что-то в интернете там искала, читала. И сейчас с таким запоем я это начинаю читать, у меня книжка за день улетает. Хотя, ну, нормальные такие объемы. Прямо на одном дыхании. За ночь, конечно. Да, потому что слог легкий, это то, на чем мы выросли, несмотря на то, что он начинал там на пионерских историях,
Потом же он вырос вместе с поколением. Это такая фантастика глубокая, философская. Он совершенно не вписался в советскую систему, потому что он как раз всяких показывал. И руководителей парткомов, и директоров школ, и журналистов тоже всяких. И вся суть в том, что есть внутри человека. Это, конечно, ориентиры, которые... Дай бог, чтобы они еще следующие, лет 50 держались в наших детях, потому что очень сложно сейчас к настоящему чтению привить любовь. Знаете, мне вот тут как раз удается. Я выбираю всегда формат путешествия поездом, когда мы с семьей едем с моими сыновьями. Каждому по книжечке всучила, потому что трясет же, с телефона неудобно делать какие-то вещи, там, общаться в соцсетях, что-то писать. Вот. А формат аудиокниги, либо живая, бумажная, что ее может заменить? Поэтому мы всегда, когда путешествуем так надолго, то каждый по книжке прочитывает. Вот, кстати, «Мальчика со шпагой» я впервые услышала по радио, именно радиоспектакль был. Эти песни, я посмотрела еще ваш статус, там как раз строчка из этого спектакля. По статусу все понятно, что за человек. Прослезилась. Да, это такая, все равно, согласитесь, это светлая история. Очень. Потому что, да, человек ушел на другую сторону кристалла. Но сколько он тут привнес, я всегда любым людям, которые со мной на маршрутах встречаются, в других городах, там, на фильмах, говорю вот эту проверенную годами фразу. Ее вывели ученые, которые задали очень многим людям вопрос, что происходит в обществе и сколько вообще должно быть таких горящих людей, которые поменяют вот эту всю серую массу. Всего 4% достаточно, чтобы... пространство вокруг изменилось. В Малопургинском районе это одна семья Москвиных. 10 лет они говорили о том, что народный костюм это круто. Все, теперь на выпускной в садик только косоворотки деткам и сарафанчики. На свадьбу только народные костюмы. Нам на защиту. Обалдели, что ли? Как вы поедете без дукесов, без этих всех там панев, платков завязанных, как положено в Удмуртии. То есть, им 10 лет понадобилось. Вот этой одной семье все говорили, что вы сумасшедшие, зачем вам это надо? Какие лапти, какие зипуны? Перестраивать пространство всего 4% инакомыслящих людей. Поэтому так классно, когда видишь такого же огонька. И вот мы даже в одной гамме сегодня, не сговариваясь, правда, вот 100%. И ты понимаешь, что человек, который может зажечься от тебя, неважно чем. Это же не говорит о том, что вот сейчас кто-то нас посмотрит и скажет, я хочу в туризм. Хотя... это было бы здорово. Вы знаете, вот мы сейчас как раз от этого немножко страдаем. Все те, кто читают мои посты, они же думают, что это просто праздник. Что там же так классно. Там же вкусно кормят, наливают. Они читают, смотрят вашими глазами влюбленными. Да, безусловно. В эту сферу. Но при всем при этом, сколько приходится работать, не спать ночами, да, пропускать встречи со своими детьми, да, жертвовать там личными посиделками с друзьями, чтобы вот эта красивая история работала. Они приходят, они видят только вот статуэтка, вот это же круто, ты вышел, ты на красной дорожке, сколько мы потели, да, сколько требовалось там сил. Это очень такая трудозатратная профессия. Нужно быть одновременно и экономистом, и бухгалтером, и сметы посчитать, и автобус заказать. И иногда у меня водитель там тихонько меня: Юля, а как проехать? Упс, откуда я знаю как? Я все время спиной стою к дороге, и иногда... сейчас, погодите, карту достанем. Видимо, тут одностороннее. То есть надо еще и в этом разбираться. И, конечно, чтобы получить какой-то результат, это мощная работа. Точно так же, как и к Оскару выходит. Знаете что, да? Кому-то пришлось 16 килограмм наесть ради роли, да? Кто-то толстеет специально. Кто-то худеет, кто-то перекрашивает волосы. Сальма Хайек, когда играла Фриду Кало, специально выращивала в брови себе, чтобы вот эту монобровь сделать. Слушай, покрасить можно было, да? Нет, она выращивала реальные волоски, чтобы один в один вжиться в эту историю. Мне кажется, что журналист, что экскурсовод, он точно так же вживается. Вот вы в начале нашего разговора как раз говорили, что мечтали быть актрисой, это действительно воплощается в жизнь. Здесь нужно, правда, все уметь, и стоять на каблуках 12 часов, и держать голос, прямо говорить, и вот это уже моя практика музыкальной школы, да, куда нужно дыхание направить, чтобы ты на всю площадь могла сказать, и тебя везде услышали. Когда первый раз народ меня видит, говорят: ой, вы наш экскурсовод, тут типа, господи, где же вас разглядеть? Я говорю: спокойно, вы меня везде услышите. Это слава богу, вот, спасибо музыкальной школе, которая научила связки держать в режиме никаких семечек, никакого мороженого, никаких сладостей. То есть вот это с детства, собственно, организм под это заточен.
чувство ритма, спеть, сплясать, память развивать, стихи выучить. Мы уже начали с вами, затронули тему соцсетей, многие вас знают, любят и хотят узнать именно благодаря вашим соцсетям. Можете, пожалуйста, рассказать, за кем вы следите, что вы читаете? Ну, конечно, я подписана на группу Крапивина, однозначно, это первым делом, это прям из детства пришедшая литература. И вообще я отслеживаю все. У меня осталось таких 10 рабочих групп в соцсетях, то есть по психологии направления, поскольку я так или иначе занимаюсь психодиагностикой, с детками работаю, с парами, приходят, говорят, слушайте, у меня какой-то затык в жизни, давайте докопаемся вместе. Давайте, там куча есть рисуночных тестов, там какой-то такой экспресс-диагностики. Психологию отслеживаю, естественно, про путешествия все отслеживаю, по каким-то семейным историям, там, например, система Fly Lady, да, как оперативно в доме убираться, вот так нужна была, как бы это все успеть, прекрасно, мы выделили с утра, с 5 до 8 утра, я поднимаюсь в 5, я успеваю сготовить, прибраться, погладить, постирать, то, что, в принципе, всегда так и делалось, да. В избе первая женщина поднималась, и когда уж все проснулись, тут уже и завтрак, и все, и скотина накормлена, это нормально, просто сейчас мы к этому начинаем возвращаться. То есть какие-то 7-10 рабочих групп у меня есть, я отслеживаю то, что мне нравится в музыке, я отслеживаю то, что мне нравится в театрах обязательно, потому что я поймала обратную связь с очень многих подписчиков, даже из других городов, которые ни разу со мной вот так вот не пересекались. Юля, что почитать? Мы вот к вам зашли, и все понятно, да, там, каждый год я вывешиваю рейтинг фильмов. Вот это драма, это спортивное кино, это документальное кино. То есть я все жанры смотрю. Раз уж я их провожу, я отслеживаю. Поэтому каждый год список лучших книг, список лучших фильмов можно найти у меня на страничке. Список театральных постановок, конечно, если где-то есть возможность, выкладываю тут же. Чего в городе происходит? Да мне, в принципе, даже в группу «Завтра в Ижевске» не надо заходить, я сама новости создаю, потому что, везде побегала, что происходит. Иногда коллеги-журналисты не успевают о чем-то написать, а может быть даже, и не выезжают, потому что повод маленький, а люди-то хорошие. Прям, если во все уголки нашей Удмуртии съездить, это такая богатая история. Просто надо откопать, написать. По поводу соцсетей, когда я вывешиваю какие-то рецензии на книги, на спектакли, я взяла за основу, хорошую фразу Андрея Макаревича. Либо цепляет, либо не цепляет. Вот третьего не дано. Можно перечитать огромное количество критики, а у критики вообще какой-то свой взгляд, да, и на фильмы, и на книги. Довольно-таки субъективный порой. И думаешь, интересно, люди за это деньги получают? Просто за то, чтобы все облить грязью? А публика хавает, вот им нравится. То есть никогда не залажу в такие критичные статьи. И более того, никогда то, что смотрят все, я в последнюю очередь до этого дохожу. То есть все уже и так об этом написали. И я лучше пойду вот так, буду добираться, да, окольными путями. Например, до сериала «Зулиха открывает глаза» я только буквально недавно дошла в августе. Потому что понимала, что слишком много какой-то шумихи, и пишут одно, и пишут другое, и там начали коммунисты наезжать на Татарстан. Татарстан решил наехать на коммунистов. Что началось-то, да? Дайте просто осознать. Я написала рецензию, но понимаю, что кино сделали не лучший вариант. Я понимаю, что можно было бы сделать лучше. Там как-то так, на мой взгляд, не раскрыто ни характер Зулейхи, потому что она просто с жалостными глазами весь фильм ходит. Там актерской игры у Чулпан, к сожалению, нету. Ее просто жалко. Она везде как котик из Шрека. Везде, во всех сценах. Понятно, что это был такой типаж, хоть что-то как-то бы еще добавить от себя. Маковецкого там очень мало, хотя он бы прям мог бы роскошно сыграть и развернуться. Это сериал, понятно, что там все немножко скрадывается. И я всегда пишу рецензии на какие-то... Мне говорят, где такой фильм нашли? Как-то ползаю, ищу. Если я услышала даже от моих туристов, говорят, а вы такой не смотрели? О, не смотрела, погодите, я скачаю. Как раз цепляюсь за такие, которые не ходовые, которые не оскароносные, потому что, как присуждаются все эти кинонаграды, мы тоже знаем, да, то есть я почитала интервью режиссера Кирилла Плетнева, я была в ужасе, да, то есть он говорит, да просто у одного эксперта может быть похмелье, у другого там кошка рожает, у третьего там еще что-то, и так, давай по-быстрому, вот этому не давали, а давай-ка дадим. В смысле? Никто не включается в то, что заложил этот художник, да, просто чтобы быстрее по домам разойтись. То есть на Оскаре там тоже такая есть политика, да, толерантность, чтобы кому-то прям поровну чего-то дать. Поэтому я как раз ищу книжки, фильмы нестандартные, которые не укладываются ни в один рейтинг,
И даю людям вот другими-то путями ходить, и там тоже куча интересного. Ну, поэтому цепляет, не цепляет. Вот если кто-то хочет вот реально по соцсетям что-то такое нестандартное посмотреть, причем это не обязательно азиатское кино или индийское. Поляки снимают хорошие ленты. Последний раз Вьетнам смотрела, тоже впечатлил. Ну, то есть, ну, вот реально бывает цепляет, не цепляет. Вот и все. Подпеваем мы этой песни или нет? Покупаем мы эту вещь или нет? Выбираем мы эту профессию или нет? Цепляет, не цепляет? Хороший у Макара критерий, ну вот возьмите на вооружение, да, что можно ко всему применить. Отзывается, значит, ты будешь об этом точно так же вдохновенно говорить. Если ты симпатичен человеку напротив, значит, ему точно так же отзовется. Вот мы так тихонечко и притягиваемся в один большой костер. Спасибо вам за интересную беседу. Мы всегда в конце нашего интервью герои нас чему-то учат. Можете, пожалуйста, чему-нибудь нас научить, показать мастер-класс, дать какой-нибудь совет? Есть простой тест, чтобы понять, на своем ли ты месте в жизни. Сразу скажу, что здесь нет правильных и неправильных ответов, хороших и плохих. Здесь есть только направление, в котором тебе нужно двигаться. Представьте себе, что вы заходите в комнату, совершенно пустую, где лежат 4 предмета. Сейчас по одному я начну доставать. Ваша задача посмотреть на них внимательно и понять, что вот глядя на один, у вас прям чешутся руки его забрать с собой и уйти. Очень интересно. Да. То есть, но страшно. Вот, я обычно такой большой пакетик достаю в автобусе, да, и говорю, готовы, да, вот я сейчас по одному буду доставать. И народ думает, кого она там сейчас достанет, да, а вдруг там мужик или ну что-то в таком духе. Женщины очень часто говорят, можно взять 2, 3. Нет. Вот только все равно на что-то первое взгляд упадет. И внутри щелкнет, цепляет, не цепляет. Вот та же тема, да? У нас есть первый предмет. Молоточек. Ну, вот самый простой такой. Символ молоточка. Как у меня начальная школа говорит. Я говорю, ну хороший же молоточек. Хороший, когда гвозди забиваешь, а когда по пальцам, это не хороший молоточек. Правильно говорят. Ну, понятно, да, любой инструмент может работать как в плюс, так и в минус, да? Просто обычный молоток. Мы, значит, его первым... Я наугад первую вещь вытянула. Вторая, замечательная вещь. 50 рублей. Очень замечательно. Очень часто зрители говорят, а что не 5 тысяч вытащили? Я говорю, это был бы не чистый эксперимент. Вы бы сразу выбрали денежку и ушли бы отсюда счастливые, да? Со своими 5 тысячами. Молоток, денежная купюра, книжка. Вот специально достаю так, чтобы никто не видел, какая. Хотя книжка хорошая. Просто книжка. Ну и моя любимая вещь, которую я под честное слово беру у сыночки в работу. Это хороший тяжелый пистолет, который вот реально работает. Вы зашли, перед вами 4 вещи. Ну, наверняка, да, вот каждый человек, который вот первый раз на это смотрит, всегда все равно к чему-то одному склоняется. Объясняю, что к чему и как с этим жить. Те, кто выбирает молоточек, это люди мастера своего дела. Это золотые руки. Если у человека есть его инструмент, вот просто дай ему его. Совершенно не обязательно, что он именно вот так будет работать, да. Это может быть ноутбук, где ты набираешь статьи. Это может быть холсты, краски, где ты рисуешь картины. Это может быть, в общем, асфальт скрывать, да, вот этот отбойный молоток. Да все что угодно. Зубная дрель. Но это инструмент. Вот попадись он тебе в руки. Рояль, значит, да, поводок от собаки. Но ты точно знаешь, что благодаря этому инструменту ты все выполнишь идеально. Вот это 100% исполнители. На них можно положиться. Если у них есть их инструмент, то, что у них хорошо получается, вот опять же, как выбрать профессию, да, что у тебя в руках хорошо удается. На них вот все, отдал, и они сделают. К сроку, вовремя, комар носу не поточит, все идеально. Вот на них любой руководитель может положиться. Это мастера. Те, кто выбирает купюру, да, тут что такое, самый простой тест. Ну, будущие бухгалтера, экономисты. То есть все, что считать деньги, ну, все вот это. Да, и это не только об этом. Это вообще любая материя, с которой человек знает, как управляться. Вот это маленькая денежка. Куда ее вложить, чтобы пришли проценты? Если будет она побольше, что мы с ней сделаем? На кусочки, да, разделим, либо, опять же, вложим. С любой материей вот такие люди могут управляться. Они не только занимают должности бухгалтеров. Это, как я называю, это хитрые еврейские дети. Они могут вот так.
Они знают, где какие скидки, они могут что-то подешевле купить, подороже продать, они могут договориться с человеком и сказать: не, а что вы у нас как бы просите денежки, давайте вы бесплатно у нас поработаете, а мы вам за это вот то-то, да, то есть вот эти люди, которые на тесте вот так поступают, они вот совершенно так бы действительно всегда выживут в любых условиях. Это человек-практик, это человек, который может пользу с невероятной стороны команде привести, да, а давайте бартер, а давайте вот тут вот сделаем, а нам вот столько придет. То есть это вот прям, это выгода для команды в любом виде, не обязательно, что в виде денег. Те, кто выбирают книжку. Вот, кстати, тянется рука. Естественно, вы на своем месте, Дарина. Потому что это будущие журналисты, учителя, тренеры, психологи, священники, опять же, туда, но я думаю, вам это не светит, да? То есть, пока не было такой мысли, конечно. В ту сторону точно не надо ходить, но это человек, который умеет работать с информацией. Ему она интересна. Он все принимает, обрабатывает. Я не знаю, как вы до сих пор не лопнули после интервью со мной, да, потому что было много историй и обо всем. Он умеет ее рассортировать, грамотно обработать, кому-то передать дальше. То есть он, в принципе, информационная вот кладезь для любой команды. Этот пашет, этот ищет, как это применить на деле, этот доносит в клювике. Вот по поводу последнего предмета очень большой вопрос. Что большой вопрос? Это настоящий руководитель. Я почему сказала, мой любимый? Потому что я на своем месте. Причем вот с этой штукой тоже нужно очень аккуратно работать. Есть руководитель, который пришел и наорал. Я сказал: все, в субботу работаем. В смысле, Иван Иванович, вы что, шашлыки, машлыки, друзья, банька? Сказал, работаем, да, вот это один тип руководителя. И другой, который понимает, что у него есть символ власти, но он его положил тихонечко на стол и говорит: ребят, давайте попробуем, да, вот в субботу кто-то выйдет, давайте договоримся. И это наставник, это совершенно другой руководитель. У него есть харизма, у него есть власть. И вот размахивать этим пистолетом просто так тоже не надо. За что я и люблю свою команду. Да, есть субординация, да, конечно, есть большая ответственность. То есть человек с пистолетом, он за всех этих гавриков отвечает. За то, какая информация придет, как мы ее применим, что получим, как мы сделаем свое дело, в чем это будет материально ощущаться, как исполнители сработают. Но я отвечаю за все. Это как бы вот, большое кресло, да, но вместе с тем большая ответственность. И иногда приходится за нерадивых работников также пахать. Но идеальный вариант вот такого наставника и хорошего руководителя Петр I. Он умел владеть всеми специальностями. 14 рабочих профессий он знал. И паруса ставить, и морские узлы вязать, и лапти плести, и горшки лепить. Поэтому, когда там эти толстые бояре к нему приходили, говорили: о, Петр Алексеевич, что такое, батюшка, что ж ты поручаешь? Ты знаешь, как тяжело? Знаю, говорил Петр. Поэтому пошли короткие кафтаны, бороды обрезали, и никто тут спустя рукава не шастает. Бегом, оперативно он все это умел делать, и задача руководителя вот это все объединить. Я не могу сказать, в какую профессию точно вы пойдете, выбирая пистолет, да? Я где только не работала с этой вот профессией, где я только не применяла вот эти умения руководить. И в журналистике, и в рекламе, и в газете. Но это лидеры, за которым пойдут. Дай бог, чтобы оно действительно так и работало. Юлия, спасибо вам за удивительную беседу. Я очень рада, что по результатам теста мы с вами на своих местах, потому что действительно очень важно. Это то, что делает нас счастливыми. Я надеюсь, что после нашего диалога или после нашего теста слушатели тоже поймут, кем они хотят стать, найдут свой путь и будут радоваться, наслаждаться жизнью.